549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. И с чем связано объявление сбора помощи для детей, арестованных активистов в Крыму? Кто и как может помочь их семьям? Как обстоят дела 23 крымских татар, которых задержали во время массовых обысков на полуострове? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. С вами Катерина Некречья. Доброе утро. Прямой эфир. Радио Крым Реалии доступно для жителей полуострова на 105,9 FM круглосуточно. Также вы можете слушать нас на сайте Крым Реалии. На этом сайте вы можете узнать все, что происходит в Крыму, почитать разные мнения, журналистские тексты. Все это также есть. Есть еще номер телефона бесплатный для жителей полуострова 8 800 10 06 926. Вы можете звонить в эфир, высказывать свое мнение, делиться какими-то новостями. Пожалуйста, приветствуем вас. И также номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. Тема дня. Тема дня и тема этого эфира сегодня точно не простые, потому что я немного расскажу предысторию, да, собственно, что случилось. Вот произошла такая инициатива, которая называется «Мы Крымская солидарность». Эта инициатива создана для того, чтобы поддержать семьи, которые пострадали в результате самых массовых обысков за все годы аннексии Крыма. Хотят пользователи соцсетей собраться, и, собственно, эта вся инициатива случилась 27 марта. Это такой флешмоб «Мы Крымская солидарность». Я напомню, что в результате самых массовых обысков 27 марта 2019 года 23 крымских татарина задержали, и 27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов. Часть подозревают в организации деятельности террористической группы, а большинство в участии в этой деятельности. Нужно сказать, что защитники и семьи сами, которых задержали, они опровергают такие обвинения, но тут есть и другая, то есть пока такая правозащитная история о том, как задержали, как происходили эти обыски. Мы освещали, Крым Реалии освещали это все. Это были самые массовые за последние 5 лет обыски, да, и такие массовые аресты. Но есть еще другая сторона медали, да, и это дети, которые остались без отцов. Вот из-за последних этих обысков, задержаний, которые прошли 27 марта, осталось 55 детей без отцов, без кормильцев. Да, то есть остались в семьях жены и дети. И 2 малышей вот-вот должны появиться на свет. Вот такая ситуация. Всего в Крыму уже вместе за все это время 166 детей, отцы которых преследуются российской властью Крыма сегодня. И вот, собственно, такая ситуация, и поэтому разные люди в соцсетях как-то начали присоединяться к этому, обращать на это внимание, потому что сначала была такая первая крымская сотня детей, теперь уже это приближается, видим, 166 детей. Вот реально то, что сегодня, какую ситуацию мы имеем. Поэтому активисты «Неравнодушные люди» в Крыму и на материковой части Украины начали сбор средств в помощь этим детям. Мы сегодня будем разбираться, какая ситуация, в чем нужна помощь, будем это объяснять, и будем, собственно, этому в эфире как-то сопереживать и способствовать распространению такой информации. Да. Сейчас с нами на связи координатор проекта «Крымские дети», Сервер Чолакчик. И Сервер, мы сегодня с вами хотим рассказать, да, почему объявлен сбор помощи для детей, помня, что наши слушатели не всегда подписаны на какие-то группы в Фейсбуке, что у них какие-то друзья, то есть они могут быть очень сильно оторваны от информационной реальности. Мы понимаем, что если читать только крымские СМИ, которые поддерживают российскую политику, то вообще об обысках можно или ничего не узнать, да, или узнать все какой-то одной новостью, что задержаны очередные там какие-то преступники, и все. И все. Поэтому мы хотим рассказать, в чем же действительно суть, и почему нужно было, почему все собрались для того, чтобы этот сбор помощи для детей начать. Доброе утро.
Здравствуйте. На самом деле инициатива по помощи детям политзаключенных, она уже работает давно. То есть с того времени, как крымские татары и другие люди в Крыму подвергаются репрессиям по политическим мотивам, появилась такая необходимость, так как в основном те, кого преследуют, это крымские татары. В крымско-татарских же семьях кормильцами являются отцы. И когда из семьи забирают мужа, отца, то семья остается почти без помощи и без средств к существованию. Поэтому для помощи семьям политзаключенных были организованы несколько инициатив, такие как Базым Балалар, инициатива, которая занималась сбором средств для детей политзаключенных. Далее стартовал проект в рамках Крымской солидарности «Крымское детство», координатором которого я являюсь. Потому что детство – это тот период, который невозможно вернуть. И для того, чтобы хоть немного его скрасить, кроме финансовой стороны, есть еще сторона развития этих детей. То есть они должны развиваться полноценными личностями, которые будут приносить пользу своей родине, семье, обществу. И для этого одних финансов мало. Волонтеры объединяются для того, чтобы занять этих детей, проводить различные экскурсии, мероприятия, познавательные уроки. Вот для этого всего необходима помощь общества. Без помощи общества, без помощи народа невозможно будет нам в полной мере дать этим детям ощутить вот вкус своего детства, да, скрасить, скажем так, те мрачные дни, которые выпали на их судьбу. Сервер, ну вот получается, что такая реакция, такая помощь должна быть молниеносной, да, потому что получается, что семьи вот здесь и сейчас остались уже без кормильца на какое-то время. И на самом деле, как вот эта вот реакция происходит? Потому что пока мы там в интернете услышим об этом, да, пока все там сбросятся, что-то соберут, это какое-то время. А вот есть ли какая-то молниеносная реакция, помощь вот там своим соседям, знакомым, друзьям, вот уже после того, как проходят такие драматические события, как обыски, как аресты, как эти задержания? Да, однозначно молниеносная реакция есть. Те люди, которые первыми пришли на обыск или первыми попали к семьям, то есть они, оценивая обстановку, скажем так, выявляют первые потребности, первую необходимость в том, что нужно этим семьям. И уже в этот же день могут привезти определенную, скажем так, еду, продукты, одежду, либо если там есть нужда там, в мужских руках, мужской силе, да, например, может быть, кому-то нужно дрова порубить и так далее. Все это делается сразу. И далее инициатива набирает оборот, и каждый день эти семьи политзаключенных посещают люди из народа, интересуются тем, что им нужно, и предлагают свою помощь. Мгм. Кроме этого ведутся сборы для того, чтобы, понимаете, молниеносная реакция, она обычно бывает не долгосрочной. То есть люди на чувствах начинают помогать, и со временем это забывается или люди остывают. Но для того, чтобы так не произошло, потому что мы понимаем, что в ближайшей перспективе помощь этим людям будет нужна очень значительная и очень на долгий срок. То есть никто иллюзий не питает, что вдруг завтра это все закончится и все встанет на свои места, и нужды в помощи народа не будет. Мгм. Поэтому для того, чтобы инициатива продолжалась, открываются такие сборы различные, кидается информация в интернет, в группы различные, для того, чтобы на регулярной основе помогать этим семьям. Мгм. Сергей, расскажите, вот каким образом сейчас могут присоединиться к этой помощи жители разных регионов, я так скажу, да, страны? Собственно, каким образом это можно сделать? Где найти эту информацию? Как-то в интернете, да? За кем следить или за какой группой следить, чтобы найти вот эти вот карточки, куда отправлять? Или, может быть, кому-то лично приносить надо? Ну, скажу так, для жителей Крыма не секрет, кто занимается помощью политзаключенным, да, то есть в каждом регионе, в каждом городе, в каждом селе, в котором задержали политзаключенного, есть люди, которые оказывают помощь и поддержку этим семьям. Поэтому без проблем для жителей Крыма можно обращаться к таким людям. Кроме этого, есть
на Facebook странице реквизиты организации Базам Балалар, которая занимается сбором средств для детей политзаключенных. Это Лилия Буджурова, журналист. Она организовала эту инициативу, и реквизиты есть на странице. Кроме этого, для тех, кто находится на материке, есть данные карты. Шевкет Немитулаев, журналист телеканала АТР, он объявил сбор средств в помощь детям политзаключенных. Это можно перечислить деньги для детей на его карту. То есть если есть несколько человек, да, и несколько способов таким образом скоммуницировать и присоединиться к этой помощи. Но у меня, Сервера, тогда еще один вопрос. Как контролируется, туда ли пошли деньги? Это, знаете, вечный вопрос, я должна его тоже задать, потому что, может быть, объявлено много людей могут объявить о том, что не собирают помощь, да, как это потом подсчитывается ли, будет ли как-то оповещаться общество, что вот на то и на то потрачено, да, или в этом нет необходимости, вот таких вопросов ни у кого не возникает? Ну, что касается безналичных переводов, да, то есть те, которые попадают на карту, однозначно будут отчеты, и люди объявят о сумме сбора и, скажем так, средствах, потраченных на определенные нужды. Что касается денег, которые передаются наличным путем, то они расходуются моментально, и они передаются в руки тех людей, которые находятся рядом с этими семьями. Здесь даже не возникает мысли о том, что эти деньги могут пойти не туда, куда нужно. Потому что, ну, на самом деле затраты сейчас колоссальные. Это 166 детей, это десятки семей, больше 50 семей, которые подверглись репрессиям. И там, понимаете, кроме того, что есть дети, есть еще бытовые проблемы домашние. То есть не у всех уровень жизни одинаковый и достаточно качественный. Есть потребность потратить эти деньги внутри дома. Есть потребность потратить эти деньги на передачки мужьям, на поездки, на передвижение. То есть затраты нас ждут колоссальные, поэтому призываю всех не оставаться в стороне и поучаствовать в поддержке своих соотечественников. Ну и сейчас вот тоже последний уже вопрос. Какая активность, как вы наблюдаете, люди активно реагируют на этот сбор помощи? Есть ли такая инициатива или, в принципе, вы недовольны еще, скажем так, ситуацией? Люди достаточно активно поддерживают, присоединяются и к флешмобу, и к финансовому участию, да, в помощи политзаключенным. В принципе, если также будет продолжаться дальше, то я думаю, что мы с этими и не только с этими проблемами справимся, что вместе мы сможем пережить эти тяжелые времена и не оставить никого без помощи и поддержки. Спасибо вам огромное за то, что подключились к нам в эфир и рассказали нашим слушателям об этой ситуации, о том, что есть такая инициатива, как это все правильно сделать, такая вот инструкция к применению буквально в нашем эфире. С нами на связи был координатор проекта «Крымские дети» Сервер Чалакчик, и мы будем говорить дальше об этой ситуации. Я призываю вас звонить в эфир, высказывать свое мнение, как можно еще помочь, если у вас есть такие идеи. 8 800 10 06 926. Пожалуйста, звоните нам. Для жителей материковой части Украины нас слушают разные регионы благодаря нашим партнерам Первого канала Украинского радио. Так вот, 044 490 31 18. Пожалуйста, звоните к нам и давайте вместе как-то обсуждать такие темы, и давайте вместе будем задавать вопросы, в том числе экспертам, если они у вас есть. Да? Но вообще о такой инициативе, о том, что есть такая история, мы Крымская солидарность она называется, и объявление и призыв к сбору помощи для крымско-татарских в основном детей, или детей крымских мусульман, которые вот оказались в такой ситуации, что их отцов российская власть Крыма просто забрала из семьи. Да, и, собственно, какие сейчас судебные, кстати, вопросы с этим совсем мы тоже поговорим об этом, но важно понимать, что есть преследование крымско-татарских активистов на полуострове, и об этом говорят там правозащитники, например, и семьи, и адвокаты, о том, что это преследование, и они не признают такие обвинения, которые им оглашает российская власть полуострова. Все это в нашем эфире, мы продолжаем эту тему, оставайтесь с нами, это радио Крым Реалии. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Ну, а с вами сейчас «Крымское утро». Я Катерина Некреча. Тема нашей программы «Будущее Крыма». 166 детей без отцов. Мы поговорили уже в первой части программы о том, собственно, какая помощь объявлена, да, в связи с чем это происходит, активно или нет помогают люди, и как, собственно, сделать, если вас это заинтересовало, как присоединиться к такому вот флешмобу «Мы Крымская солидарность», и это такой вопрос к обществу. А теперь мы еще раз напомню вообще, в связи с чем эта ситуация. Ну вот то, что случилось 27 марта, это повергло в шок, это просто, ну, всех, да, кто следил за этими событиями. Было очень много заявлений, и речь о том, что это самые крупные, самые большие массовые обыски, вот когда одновременно российские силовики вот так вот приходят в дома. То есть 23 крымских татарина, они задержаны. Часть из них подозревают в организации деятельности террористической группы, а большинство, то есть остальные, это участие в деятельности вот этой вот организации. Значит, что случилось? Случилось после этих обысков в течение там этого же дня, 27 марта, и потом на следующий день, 28 марта, Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов. Вот дети у них остались дома вот без кормильца, да, 55 детей и 2 малышей вот-вот должны появиться на свет. Вот такая ситуация. Мы хотим узнать также, как обстоят дела, вообще в связи с чем эти обвинения от российской власти, и какая ситуация сейчас с задержанными, с арестованными крымскими татарами. Мы эти вопросы, вот я адресую прямо сейчас крымскому адвокату. Айдер Азаматов с нами на связи. Айдер, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Какая ситуация сейчас? Вот мы знаем, что 23 крымских татарина вот в результате вот этих вот последних обысков, которые были 27 марта, они арестованы, и вот такие обвинения страшные на их счет. Какая вообще реакция защиты, да, и какая реакция вот этих вот людей, которых обвинили? Кто-то признался в таких обвинениях, и какое вообще отношение именно к такой формулировке, там, организации или участия в деятельности террористической какой-то группы? Ну, вы знаете, все 23 человека, которые были задержаны 28 марта, обвиняются, по мнению ФСБ, следственных органов ФСБ, в участии в деятельности Хизб ут-Тахрир, которая на территории Российской Федерации с 2003 года объявлена запрещенной. Вот. Единственное основание, которое повлекло с собой запрет, это решение Верховного суда Российской Федерации 2003 года, которое, ну, честно сказать, там немного информации о Хизб ут-Тахрир вот в этом решении Верховного суда. И мое мнение, без каких-либо оснований, без каких-либо мотивов, каким-то образом данная организация попала в этот список террористических, вот не более того. По этому поводу недавно уполномоченный по правам человека Российской Федерации омбудсмен Москалькова, по ее инициативе создана специальная комиссия, которая будет изучать вот эту ситуацию с Хизб ут-Тахрир, в том числе, и, я думаю, будет ставить вопрос по этому решению Верховного суда, в котором запрещена деятельность этой организации. И надеюсь, что в ближайшее время будут какие-то результаты по рассмотрению вот этой инициативы, потому что если вот провести аналогию, да, что до 2014 года и после 2014 года никаких терактов, никаких убийств, никаких там подготовок к совершению каких-то террористических актов в Крыму именно эта организация никогда не проводила и не проводит. Вот. А так, в целом, по уголовному делу, значит, все обвиняются вот по
части 1 по части 2 статьи 205.5. Это организация участия в ячейке террористической организации. В данном случае Хизбут Тахрир, как считает следствие. Ни один из всех 23 задержанных, они вину не признают. Они отказываются давать показания, вот, ссылаясь на статью 51 Конституции Российской Федерации. Вот. И на сегодняшний момент это действительно самая большая такая операция, так скажем, по задержанию, самое большое количество задержанных в один день по обвинению вот в этой вот, по поводу этой вот статьи. Я напомню нашим радиослушателям, что с нами сейчас на связи крымский адвокат Айдер Азаматов. У нас есть телефонный звоночек. Давайте послушаем. Айдер, с вами вместе те, кто к нам дозвонился. Вы в эфире, пожалуйста. Здравствуйте, Катерина. Это Владимир. Хотел бы вот господину адвокату задать вопрос такой. Хизбут Тахрир запрещена также во многих других странах, в частности в Германии. Этих бы людей, которые участвовали в этой организации, в Германии бы задержали или по головке погладили, соответственно. Вот. И Крым Реалии хочу выразить благодарность за поднятие этой темы. Просто для других отцов будет хороший пример. Чем это шире будет освещаться, они в другой раз подумают, что стоит ли участвовать в запрещенной террористической организации. Или... Спасибо, Владимир, за ваш звоночек. Айдер Азаматов, крымский адвокат, с нами на связи. Айдер, есть ли у вас что сказать нашему слушателю? Ну, действительно, да, в Германии также запрещена, но, насколько я знаю, там есть специальная процедура по предупреждению или же даже уведомлению, если лицо каким-то образом подпадает под деятельность или участие там какой-то в организации, да, Хизбут Тахрир. Вот там делается какое-то там предупреждение для начала, потому что лицо, может быть, и не знает. Вот. Во-вторых, я пока не могу, я не специалист по религии, так скажем, но вот в судах я уже участвую тоже в других делах, где людей обвиняют в участии в этой деятельности. К сожалению, эксперты, которые дают свои заключения по данным делам, они не могут конкретно какой-то там внятно ответить, является ли этот человек террористом или нет. Потому что, по сути, там формальный состав для совершения преступления. Если лицо каким-то образом оказалось в ситуации, когда он там сказал там о деятельности этой организации, и возможно, он даже и не знает, участвовал в этой деятельности, не зная, или как-то даже близко не понимает, участвовал в этой деятельности или нет, то оказывается, что он был вовлечен в эту деятельность, и все, он считается участником этой организации. К сожалению, пока нет специалистов, которые бы, именно в суде, чьи мнения обычно суд учитывает. Мое мнение, что эти специалисты не могут точно сказать, является эта организация, террористической, и самое главное, не могут обосновать это, понимаете. Да, в 2003 году их признали террористической, и все, но при этом по Крыму я точно знаю, что они никогда никакую деятельность такую направленную на совершение терактов, на подготовку к каким-то там преступлениям. Не вели. Айдер Азаматов, я прошу прощения, перебиваю вас. У нас заканчивается время на средних волнах, на частоте, там, где Первый канал Украинского радио вещает. Это радио Крым Реалии. Мы остаемся дальше на своей волне на 105,9 FM. С вами Катерина Некречия.
И мы говорим о будущем Крыма. 166, в общем, детей остались без отцов сегодня, потому что их отцы были задержаны, арестованы российскими силовиками, российской властью Крыма по российскому закону на территории Крыма в подозрении в участии или в организации деятельности, запрещенной в России, организации Хизбут Тахрир. И мы вот говорим о том, что с этими детьми, как им объявляют, какую помощь объявили, сбор помощи, о чем речь вообще в этом плане, как им можно помочь. И с другой стороны, мы говорим о том также, что это за такие дела, за что задерживают крымчан, крымских татар, крымских мусульман, что вообще происходит, какие причины, какие есть, главное, доказательства, например, да, у российских силовиков. И с нами на связи еще, я так понимаю, да, и еще на связи с нами Айдер Азаматов, крымский адвокат. Айдер, ну такой в заключение нашего разговора к вам вопрос, что дальше ожидать по вот этим вот задержаниям, да, то есть и что вообще, чем, опять же, могут там, сколько адвокатов, хватает ли на это все адвокатов, и какой вы ожидаете вообще результат, то есть надолго ли их задержали, арестовали? Ну, знаете, нам вот сообщили, ну, из средств массовой информации были сообщения, и потом некоторые родственники поехали в Ростов для того, чтобы выяснить, где находятся их близкие, так как с 29 марта 23 человека вывезли в Ростов-на-Дону и их разместили в различных там СИЗО. И на сегодняшний день пока следственных мероприятий нет, но в ближайшие, возможно, 2 недели, там, через 2 недели будут назначены следственные действия по нашим подзащитным. Адвокаты, ну, у большинства подзащитных имеются по соглашению. По некоторым родственники сейчас ищут адвокатов, с которыми можно будет заключить соглашение, и чтобы они осуществляли их защиту. Ну, какие мероприятия, возможно, будут? Ну, обычно, как показывает практика, назначают экспертизы по данному уголовному делу. Обычно это психолого-психиатрическая, судебно-психолого-психиатрическая. Вот, потом не могут и, наверное, будут назначать экспертизы по предметам, которые были обнаружены в домах наших подзащитных. Кстати, я скажу, что вот моему подзащитному, как он сказал, что ему там подкинули книги, потому что он сказал, что я этих книг никогда не видел, а каким-то образом они у него появились дома. И, насколько я знаю, многим другим также какие-то книги подкидывали. То есть такие вот случаи даже есть, что уже книги начали подкидывать силовые структуры для того, чтобы показать, что вот действительно вот этот человек является участником этой организации. Айдер, а кроме книг, вот что какое-то оружие, вот такое, что-то посерьезнее, ну, книга и книга, да, а если говорить о каких-то, ну, потому что обвинения, там, экстремизм, терроризм, и нашли книгу, и только из-за книги, которая непонятно вообще, как там оказалась даже, могут быть такие страшные обвинения? Ну, вот представьте себе, уже ни одного человека, кстати, оружия не было найдено, ни боеприпасов, ни оружия. Единственное, что обнаруживают, это книги, причем которые вот прямо указывают на то, что вот это вот деятельность Хизбут Тахрир, и там прям такие вот радикальные книжки, так скажем, да, вот, и они прям свежие, новые, так как будто вот только с тиража, так скажем, вчера напечатанные вот такие случаи. И по мнению следствия, вот книжка, которая найдена у человека, является источником такой опасности, да, и с помощью книги эти люди пытались совершить какое-то преступление там. И в итоге даже эти дела заканчиваются тем, что под конец им еще
вменяют новую статью, такая как 278, это попытки к насильственному захвату власти. Ну, честно сказать, абсурдная ситуация, да, каким образом они все, многие из них занимаются там стройкой или там какими-то бытовыми делами. То есть именно что эти люди могут лишь составлять, я не знаю, какую-то опасность для общества лишь по мнению следствия, лишь своим присутствием, не более того. Вот они есть и все. Вот их, по их мнению, что вот эти люди своим присутствием составляют какую-то опасность. Спасибо Ни вам большое за одного то, что... еще. Да, я поняла. Спасибо вам большое за то, что так подробно рассказали об этих делах. И действительно, ну, это такие важные вопросы, а что нашли, да, вот какие причины, какие поводы. Ну, вот мы увидели, что поводов реально получается, что вот очень мало, сказать, что ничтожно мало, и в принципе, и нет. Айдер Азаматов, крымский адвокат, был с нами на связи, подробно рассказала об этих делах. Я напомню, что 27 марта случились самые массовые обыски у крымских татар за все время после аннексии полуострова. И многих, вот 23 человека, их 20 активистов, да, там задержали после обысков в Крыму. И были арестованы они Киевским районным судом Симферополя. 28 марта в российском Ростове-на-Дону были арестованы еще 3 активистов Крымской солидарности. В Крыму и на материковой Украине начался сбор помощи семьям задержанных, поскольку вот только в этих семьях, в 23 семьях, там осталось на минуточку, да, дети остались, которые просто без родительского, без отцов, без кормильца, да, в семье, вот так проще сказать, без кормильца в семье оказались, и поэтому это, конечно, ну, важно, что люди, вот, общество решило объединиться таким образом, через интернет как-то передают друг другу эту информацию о том, что есть такой сбор помощи, и вот 55 детей после последних обысков и 2 еще вот должны родиться малышей, появиться на свет, и вообще в Крыму детей 166 человек, которые вот в такой ситуации непростой. Надо сказать, что 2 апреля в Киеве, в Крымском доме происходила такая встреча, где вот эта вот акция по хэштегу там «Мы Крымская солидарность», она была объявлена, она обсуждалась, и в нашем эфире мы хотим тоже рассказать нашим слушателям, что же происходит, почему такая акция собрана. Сейчас с нами на связи Энвер Кадыров, председатель правления организации «Правозащитное движение Крыма». Энвер, здравствуйте. Доброе утро. Да, Энвер, я хотела бы, чтобы мы с вами, у нас есть звоночек от слушателя, чтобы мы выслушали вместе человека с вами, возможно, там будет вопрос, и вы сможете отреагировать. Давайте принимаем звоночек, пожалуйста, вы в эфире, слушаем ваш вопрос или комментарий. Доброе утро, уважаемые Екатерина Крети, уважаемые гости, все, кто слушает радио «Крымляне». У меня первый вопрос: помогают ли какие-то российские правозащитники там из Центральной России или какие-то крымские правозащитники, которые сегодня есть, как-то вот оказывают ли они какую-либо помощь? И второй вопрос: вот в каком состоянии дети находятся? Что я под этим словом имею в виду? Что там нет ли каких-то оскорблений, как в школе к ним относятся, как в округе и как во все отношения? И третье: насколько, на ваш взгляд, украинская власть помогает, насколько она оказывает какую-либо помощь? Вот у меня такие 3 вопроса, а вам, как всегда, удачи. Спасибо, Александр из Москвы, за ваш звоночек. Энвер Кадыров с нами на связи. Энвер, ну есть ли у вас что-то сказать, да? Вот 3 таких пункта. Во-первых, помогают ли как-то российские правозащитники? Во-вторых, какое отношение к семьям и к детям в Крыму, да? И третье, это что делают официальные украинские власти для помощи? Как-то помогают или нет? Ну, если обратить внимание, то, что какой резонанс в самой России вызвало это, и количество одиночных пикетов с напоминанием на улицах, допустим, Москвы, которые можно проследить по социальным сетям, то мы увидим, что граждане России тоже, они как бы не безразличны тому, что произошло. Есть очень много в России
людей, которые четко ставят вопрос, да, почему именно эта организация объявлена террористической, при том, что многие правозащитники, они показывали неправомерность принятия решения вот этого того злополучного как бы решения Верховного суда. Многие попытки обжаловать, да, с точки зрения, ну, я не знаю, апеллируя там верховенством права и так далее, что отсутствует вообще какой-либо здравый смысл в этом, да, они никак не воспринимаются. Я не знаю, вот как будет госпожа Москалькова этот вопрос решать, но исходя из ситуации, что все в России под строгим, тотальным, как говорится, административным контролем, вряд ли, ну, надеяться на то, что она как бы решит это справедливым образом, мало надеяться на это. Мгм. Я украинский правозащитник, поэтому я могу объяснить реальность только то, что вот, ну, как бы с позиции украинских правозащитников. Поэтому для меня то, что произошло в Крыму, означает, что Россия пытается всякими способами продолжать вот эту вот политику демонизации мусульман, показывать всему миру, как она делает по всему миру и в Сирии, и в Крыму, о том, что мусульмане это вот какие-то люди, потенциальные террористы из-за того, что они верят в Бога, верят, ну, являются приверженцами ислама и так далее. Поэтому эту картинку из Крыма, ну, на мой взгляд, она немножко не... Вот, если вот осмысливать происходящее, да, она не как такое количество детей, да, и семьи с таким большим количеством детей, да, отцы каким-либо образом могут быть причастны, да, к каким-то терроризму, да, потому что если у него столько детей, и он проявляет взаимную заботу. Я сам отец, у меня много детей, 5 детей, и усилия отцов всегда смотреть за состоянием своих детей, да, потому что у них ничего, о каком терроризме вообще это, потому что все эти люди, они на виду, они все были на виду. Мгм. И это один момент. Второй момент это то, что Россия таким образом, она всегда борется с инакомыслием. Она таким образом просто внушает страх, да, в умы жителей Крыма, для того, чтобы, допустим, проявление вот такого лизоблюдства, которое мы наблюдали по приезду, да, допустим, президента Российской Федерации в Крым, каким образом, да, это все там происходило, и все там пели дифирамбы и все такое, чтобы вот такое зрелище, оно усиливалось. Да, вот поэтому выбираются люди, которые самые мало защищенные в Крыму, самое население. Да, это вот люди, которые соблюдают религию ислам, у которых, вот, как вы неоднократно говорите, да, большое количество детей, и сейчас их вот уже 166, да, и вот именно эту часть населения терроризирует, и на сегодняшний день ясно, понятно, кто терроризирует в Крыму население Крыма. Мгм. Энвер, а скажите, вот, да, был вопрос по поводу также вот отношения к этим детям там в школах, среди соседей. Вот когда, потому что, да, представить себе, например, улицу, на которой вдруг в какой-то момент оказывается там несколько десятков силовиков и проходит обыск у твоего соседа, а потом еще и задерживают там кого-то, то может отношение быть, ну, такое, что вот лучше там лишний раз не подходить, чтобы еще, не дай бог, к тебе не пришли, да, с одной стороны. То есть могут остерегаться, и, да, с другой стороны мы видим, что есть и помощь молниеносная в том числе, когда вот просто момент в момент
момент надо прийти поддержать. Я напомню, что обыски проводили вот 27 марта сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии. Вот, да, то есть как бы картина, Да, она очень и очень устрашающая. И она может быть устрашающей и такой вот черной меткой фактически на этих детях, на этих семьях в Крыму. Лучше не подходить. Вот есть ли такой момент, да, и насколько вот в социальном таком плане ощущают себя эти семьи, эти жены, мужья которых арестованы, и эти дети? Екатерина, вот если, чтобы ярко понять ситуацию, как вот произошла, да, мы можем обратиться вот к истории. Потому что крымские татары постоянно вот несли какое-то на себе вот, ну, бремя, да, вот каких-то изгоев и так далее, да, то их вот в истории они описываются, что они там угоняли в полон и так далее, таким образом оправдывали против них там войны и так далее. В 1944 году массово там объявили предателями, да, и вывезли их в Среднюю Азию, там, на Урал осваивать, в шахты загнали мужское население и так далее. Вот свое детство я четко помню, да, ощущал на себе вот этот вот, как сказать, ярмо вот предателя, да, которому вот навесили, да, на крымско-татарский народ. И в разных ситуациях, в которых я оказывался, да, вот на протяжении своей жизни, вот этот ярлык, он всегда вылазил. И я не исключаю, что на самом деле, да, вот среди населения, да, то, которое как бы подвержено такому там конформизму, которое там, может быть, ощущает где-то в себе, в середине себя, да, какие-то там сострадания, чувства и так далее, но на самом деле, да, ясно, ну, как бы проявляется, да, это то, что они вот отторгают этих людей, боятся с ними там контактировать и так далее. Но само явление крымская солидарность, да, насколько оно вот сейчас проявляется, да, о том, что люди в самых трудных своих вот ситуациях, в которых они оказались, оказывают друг другу помощь. Оказывают друг другу помощь. Меня очень сильно впечатлил момент, когда в одной семье, где забрали кормильца, да, люди неравнодушные пришли, прибрали все, прибрали в доме, прибрали тот весь бардак, который навели эти вот изверги, да, я не знаю, там, палачи, как их, я не знаю, как их называть, потому что людей, которые верят, которые, допустим, ну, стремятся к какому-то благому, да, стремятся к справедливости и так далее, против них вот такое делать. Ну, смотрите, на протяжении всей истории человечества, да, с момента, вот, я не знаю, я верующий человек, и могу сказать, да, от первого, да, человека Адама, да, до сегодняшнего дня преследовались, да, люди, которые, ну, были такие, которые угнетаемые, были тираны, и тираны все прописывались в истории, да, как тираны, а угнетаемые, они так или иначе в человеческом сознании, да, они на стороне добра, понимаете? И мученичество на сегодняшний день никто не отменял. Поэтому эти люди в сознании народа, в сознании, я не знаю, историков, в истории эти люди останутся мучениками. И история все точки расставит на кто там предатель, кто там палач, кто тиран, кто распинал, кто изгонял и так далее. Это все будет прописано, и, я не знаю, будущее поколение об этом будет помнить. Но на сегодняшний день то, что мы имеем, это максимум, да, помочь этим людям и, я не знаю, присоединиться к солидарности, проявить эту солидарность. И есть моменты, когда, вот, допустим, последняя солидарность можно было проследить, что отец Климент присутствовал на собрании Крымской солидарности. И человек, который вот для моего вот восприятия, да, у меня вот запечатлился образ, когда он один стоял, да, перед воротами, защищал там украинских солдат, один вышел, на его лице было написано, что он стоит на правде. Вот он и куча
до зубов, да, вот, вооруженных, как говорится, в него нацеленных автоматов, и он стоял. И вот эта оценка, да, солидарности в том числе. Мгм. То есть объединяет, это его, вопросы, которые объединяют людей. Тут уже вопрос конечно, не там веры, не национальности, а вопрос, просто это Крым, вопрос, это на самом деле все Крым, да? Он разный, он такой, и вот люди с разным вероисповеданием, в том числе, они в этих вопросах объединяются, потому что видят, что происходит что-то очень нехорошее, так мягко скажу. что-то нехорошее, есть четкий вот раздел, да, четкий раздел, да, сторонников добра и сторонников зла. Угнетаемые, они все на стороне добра. Угнетаемые за мысль, угнетаемые за веру, они все на стороне добра. Просто вот посмотреть, да, всю историю человечества, да, и не поймем, что происходит в Крыму. Мгм. Не поймем, что происходит в других регионах и так далее. Только вот надо просто посмотреть это вот как бы под определенным углом, да, вот. И все станет на свои места. Поэтому люди, которые сейчас там оказались в таких условиях и борются за справедливость, при всем том, что, допустим, ну, я не знаю, может быть, существует определенная грань, да, на которую как бы отчаяться, да, могут эти люди. Но мы не должны допустить. Мы должны им оказать максимальную поддержку. Я не знаю, как государство будет реагировать, да, потому что реальность сейчас меняется. Как она дальше будет реагировать? Но мы, крымчане, мы, крымские, тот, кто так или иначе себя относит к Крыму, да, и идентифицирует себя с Крымом, он не должен никак оставаться безучастным, да, к судьбе этих детей, к судьбе этих отцов, отстаивать справедливость. Мгм. И я не знаю, вот мое ощущение такое, потому что меня это очень сильно тронуло, потому что я ощущаю и понимаю, что на крымской солидарности был нанесен существенный удар, потому что всех, кого забрали, это были стримеры, это были, так сказать, свободные журналисты, да, которые передавали ту реальность, ту несправедливость, которая там происходила, для того, чтобы мы ее могли понимать и ощущать через себя ее проводить. Мгм. Ну да, на самом деле важно сказать, что вот такое явление, как гражданская журналистика, мы как раз увидели в действиях, да, крымской солидарности, вот тех активистов, которые объединились, по сути, просто для того, чтобы передавать информацию в мир, вот что происходит, да, просто чтобы там как-то оповещать об этом, и ничего кроме этого. Это гражданская журналистика, нормальное явление в современном мире, и нормальное явление вообще, то есть каждый может стать таким журналистом, если он увидит, что что-то происходит рядом с ним, он это снимает, например, на камеру и передает. А в такой ситуации, которая сложилась в Крыму, когда журналистам доступа практически нет вот к теме, да, когда не дают работать практически, то есть единицы остались журналистов, несколько их человек, которые могут позволить себе работать, и то не постоянно на территории полуострова. То есть, конечно, в такой ситуации граждане начали просто освещать те или иные события. Энвер, спасибо вам большое за то, что подключились к нам в эфир. Эта тема очень глобальная, очень большая, очень, так, в которой, как вы правильно говорите, надо разбираться. Но вот это вот разобраться, изучить все, как было, откуда, что берет начало, это, конечно, не всем дано. Я это вижу просто по комментариям, которые у нас есть под видеотрансляцией в YouTube. Напомню, что с нами на связи был Энвер Кадыров, председатель правления организации «Правозащитное движение Крыма». Я для всех очень наших умных, разумных писателей комментариев под Ютубом я даже не буду озвучивать, потому что, честно говоря, контекст, ну, типа, что за попрошайничество и все слова, которые вы говорите, но я немного не понимаю, честно. То есть тут есть реальный инфоповод, ситуация, задержание, аресты массовые.
где нет вообще ни одного, какой-то причины не могут правозащитники там или юристы назвать, вот что нашли конкретно, чтобы обвинять людей в терроризме, там, в экстремизме, да, нашли какую-то литературу, которую, ну, есть подозрение в том у адвокатов, что эту литературу подбрасывают, запрещенную литературу, поскольку там Хизбут Тахрир запрещенная организация на территории России, и это отражается так на аннексированном полуострове. Ну вот, то есть реальный инфоповод, есть ситуация, посмотрите, пожалуйста, там видео, кадры и свидетельства людей с места события, как это происходило. Если для вас это норма, то, ну, как бы добро, не знаю, я не знаю, что вам сказать, то окей, ну, живите с этим, вам с этим жить. Энвер Кадыров вот рассказывает, что если вы изучите и вообще поймете ситуацию и с коренным населением, в том числе и историю крымских татар, вы все поймете. Поэтому у вас есть доступ к интернету, каждый себе уже тогда выбирает поле деятельности сам. С нами на связи сейчас Тарас Ибрагимов, журналист. Тарас, здравствуй. Здравствуйте. Я бы хотела такую вот информационную повестку уточнить. У нас остается там 5 минут до конца эфира, есть немного времени. Как реагируют на такую вот на такую акцию «Мы крымская солидарность», на сбор этой помощи в медиа, если ты как-то анализировал, заметил эту ситуацию, то есть достаточно ли ну, широко эта тема освещается, и можно ли сказать, что СМИ достаточно этому времени уделяют, и именно в контексте вот крымских СМИ, да, в том числе интересно, потому что все-таки эти семьи, они в Крыму, а кто, как ни там, условно, сосед, может прийти и помочь в первую очередь? Ну, хороший вопрос, потому что очень сложно пощупать, реально как-то проверить, есть ли какая-то обратная связь и эмпатия со стороны обычных граждан, которые где-то там услышали или узнали, что есть возможность помочь этим семьям, этим детям, перечислить какие-то деньги. Ну вот из реальных примеров, которые я могу увидеть и видел, это, например, вчера была акция, вернее, было мероприятие «Киевская крымская солидарность». Это здесь активисты и там правозащитники, все неравнодушные, собрались в Крымском доме. Они организовали мероприятие, были какие-то включки из Крыма и обсуждения здесь там с экспертами, журналистами той ситуации, которая сложилась вот после задержания. И там стояла ну, такая коробочка, и был объявлен сбор средств, и, в принципе, любой желающий мог поддержать эти семьи там, денежными какими-то средствами и просто оставить деньги, там, и составить какую-то, наверное, там, записку, открытку или еще что-то со своими пожеланиями. Честно говоря, я не видел, чтобы СМИ делали акцент на том, что эти семьи остались там без отцов. Но я не знаю, ну, наверное, ну, сложно здесь, да, потому что, ну, сложно сказать, что вот СМИ должны писать так, чтобы акцентировать внимание на том, что этим семьям нужна помощь. Мне кажется, от каждого СМИ зависит, ну, здесь каждое СМИ само выбирает, как оно должно, как оно расставляет акценты в этой истории. Но я точно знаю, что в Крыму есть там тут фонд «Безым балалар», это там называется «Наши дети», и там уже объявлен сбор средств уже давно. По-моему, здесь журналисты Осман Пашаев и Шевкет Наматулаев, они объявляли сбор средств именно на помощь этим семьям. Но мне кажется, рано еще говорить, да, отразилось ли, то есть есть ли какая-то обратная связь у общества и какой-то гражданской прослойки, но я думаю, что явно число тех людей, которых это как-то затронуло и которые готовы откликнулись помочь, оно определенно есть. И оно выше, чем до задержания, потому что ну, цифра впечатляет, да? Ну, на самом деле, в день вот этих вот массовых обысков реакция СМИ, ну, была, да, на это. То есть это освещалось. А это освещалось. Другой вопрос, что действительно, если ты разбираешься в этой теме, ты потом узнаешь, ага, это семьи, в которых отцы-кормильцы, ага, это вот 23 человека, уже пошел, то есть это, в принципе, от активистов и пошло, что они подсчитали, сколько детей, да, и мы уже знаем, что давно говорят о том, что в Крыму
появилась вот первая детская сотня. Сейчас, в общем, это 166 детей, если вот по всем делам пройтись. То есть это, конечно, те подсчеты, которые в новостях там оперативно не сделаешь, но активисты помогают нам обратить на это внимание, что вот есть и такая вторая сторона медали. Тарас, спасибо большое за то, что включился к нам в эфир и рассказал, и поделился своим мнением. Тарас Ибрагимов, журналист, был с нами на связи. У нас сегодня было много экспертов, очень много разных мнений. Я напомню, что мы говорили, на самом деле, о детях, которые остались сегодня без кормильцев, поскольку у кормильцев, значит, в результате обысков сотрудников ФСБ России, МВД России, Росгвардии 27 марта и 28 марта арестовали. Это 23 человека. Ну и вот такая ситуация. Да? Мы акцентировали сегодня на том, что есть очень много детей, которые остались вот без кормильца. Это радио Крым Реалии, тема непростая, но я призываю вас разбираться во всех непростых темах, и мы вам помогаем это сделать на волнах на 105,9 FM, на сайте Крым Реалии. Оставайтесь с нами, работаем именно для того, чтобы вы знали больше. Пока. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.